Привет, друзья! Меня зовут Туяра, и я сейчас живу в Казахстане. Сегодня на моем канале мы поговорим о том, как казашки готовятся к национальному празднику Наурыз. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь, лайкайте и оставляйте обязательно комментарий после просмотра. Ну что ж, начинаем. Друзья, я уже на месте. Сейчас мы поднимемся на второй этаж и посмотрим этно-ярмарку. Она проходит каждый год. Я посещаю эту ярмарку уже третий раз. И смотрите, в этом году прям очень большая ярмарка. Мне понравилось сразу со входа. Очень много участников, очень много посетителей. Притом я пришла только на второй день. На первом дне, говорят, было еще больше людей. Так что давайте изучать, что интересного здесь можно найти и увидеть. Ярмарка традиционно проходит перед празднованием национального праздника Наурыз. Наверное, нету большого смысла рассказывать о празднике Наурыз, потому что многие уже знают, что это за праздник, и если что, то можно найти информацию в Гугле. Но здесь единственное, что я могу дополнить, Усаха также раньше в древности отмечали этот праздник, но в настоящее время в современном обществе она забылась, и просто мы отмечаем День весеннего равноденствия. Поэтому далее я буду говорить с упором о праздновании Наурыза именно в Казахстане. У нас у Саха также есть такой же похожий национальный праздник. Мы его отмечаем в июне, 21 июня, в день летнего солнцестояния. Он похож на Наурыз, это очень большое празднование, и этот праздник, конечно, ждут в особенности наши девушки, женщины, чтобы принарядиться и показать свои наряды, украшения, и к этому торжеству готовится несколько месяцев. И казашки тоже приходят именно в эту ярмарку найти себе прекрасные наряды, украшения. Здесь очень большой выбор. Если раньше я только смотрела, трогала, то в этот раз я решила еще и примерять вещи, ну, например, вот эти шапаны, и знакомилась активно с людьми. Меня зовут Дарья, я стилист профессиональный, представляю бренд Вес Пинегина. Здесь у нас представлена эта коллекция с различными принтами, комбинированными, и в целом тоже различные чапаны, накидки, платья. Данный бренд уже более 35 лет на рынке, качество шикарнейшее, цены доступные. И дизайн, модель. Я как стилист просто обожаю такие вещи, у них лекала шикарная, посадка, все, и ткани на высшем уровне. Знаете, сейчас прям тренд на этно-коллекции, на этно-стиль набирает обороты. Знаете, вот в данный момент, вот я вот, например, вроде бы обычный лук, да, но я застилизовала свой образ именно вот такими вот сапогами, чтобы вот подчеркнуть именно этот стиль. Щекелики. Вот у нас в казахской культуре есть различные вот украшения. Они, во-первых, служат как оберег. Это вообще такая, знаете, тема очень тонкая, да. И плюс еще очень красиво украшает. Есть различные для волос, вот там тоже представлены украшения разные. А можно вот обычные, абсолютно вот знакомый вам стиль, например, образ, просто украсить его различными украшениями. Посмотрите, на руке, когда вот классно. Ну, либо вот, например, в повседневном образе обычный стиль накинули сверху бомбер. Тоже будет очень классно, шикарно смотреться. Различные вот платья тоже есть, да, вот в этническом стиле. Спокойно можете застилизовать с вашими обычными кроссовочками, например, с ботиночками. Здесь дополнить ремнем, украшениями. Тоже очень будет круто смотреться. Как бы не обязательно, знаете, там слишком фантазировать, да, чересчур. Можно вот просто обычные образы застилизовать в этническом стиле. Будет очень классно смотреться. Глаза разбегаются от большого выбора. Я спрашивала, это прям традиционные наряды или же
современные, стилизованные. Ну, мне отвечали, что в основном здесь стилизованные наряды, очень много современной интерпретации, что мне тоже очень нравится. Но и есть и традиционные, например, работы с вышивками. Вот шифоны, они просто божественно роскошные. И это все ручной труд, handmade полностью. Как это прям вышивается, я представить не могу. Очень красиво выглядит, роскошно. Я тут нашла еще потрясающие пуговицы керамические. Они классно выглядят, они с национальными такими орнаментами, узорами, полностью тоже handmade. И когда я познакомилась с представителем этого бренда, он также мне показал, как это выглядит в современной одежде, в стилистике. Это просто супер. Ребята говорят, что они запатентовали, и они единственные, кто производит в Казахстане вот такие пуговицы. И оказалось то, что парень учился с Саха в Москве и передает большой привет нюрбинским ребятам, физмат-школе. И очень обрадовался то, что я из Якутии. И мы с ним еще успели так поболтать, и он мне все это показывал, рассказывал. И такой классный small talk у нас случился. Я очень много знакомилась и общалась во время посещения этой ярмарки и увидела, кстати, в этот раз очень много вот таких необычных предметов интерьера. Картины, они полностью вышитые. Также аксессуары появились, интересные такие сумочки, маленькие, большие, были даже рюкзаки. Здесь представлены в основном дизайнерские бренды, локальные, маленькие, большие, крупные. А эти носочки я просто обожаю. Я обычно друзьям отправляю вот такие носочки. Они действительно клевые и качественные. Глаза разбегаются от выбора. Очень большой такой выбор украшений. Иногда кажется, то, что они очень похожи друг на друга, но нет, они все разные и все прям уникальные. Можно что-нибудь такое найти для себя. Появились вот такие заколки, например. Ну, мне кажется, это заколки, а оказалось то, что это украшения для галстука, такими с национальными узорами. Также я познакомилась с классной компанией одной. Добрый день, друзья! Мы пришли сегодня в Этно Pop-Up Store от имени кризисного центра Жансая для жертв бытового насилия. Здесь данные изделия сделаны руками наших женщин, которые живут у нас. Наш трудотерапевт Улдархан проводит с ними мастер-классы, учит их делать этноукрашения и другие же виды. Приобретая данное украшение, вы помогаете нашим женщинам возможно, осуществить мечту или просто помочь купить какое-то лекарство. Спасибо за внимание. Очень большой выбор различных аксессуаров для повседневной жизни. Вот такие чемоданчики можно найти, там, для термосы для воды с узорами, орнаментами. И прям очень классно. Такой настоящий девчачий праздник. Пойти, посмотреть, потрогать что-нибудь, найти для себя какую-нибудь прям классную вещь для гардероба. Ну, что касается именно мужской моды, мужская мода, она была представлена, ну, в основном это, конечно, вот такие ремни были, сумки где-то были. Ну, я даже, честно говоря, не смотрела. Наверное, надо было еще поизучать именно вот мужские вещи. Ну, мои глаза и тянулись вот такой красоте. И еще нашла вот такие кеды, кроссовки. Это Nike Air. Они стилизованы полностью, кастомизированы, да, как сейчас говорят, именно под казахстанский такой стиль. Мне нравится, очень оригинально, классно, и они стоят, кстати, совсем недорого. Стильно одетых, ярких, красивых девушек, женщин было очень много. Их хотелось тоже разглядывать, и с некоторыми я познакомилась. Добрый день, меня зовут... Ой, да, пожалуйста. Я даже могу так вот, типа, добрый день, меня зовут Дина Ахмади, я дизайнер одежды и украшений из Узбекистана. Родом я оттуда, но
Жила и путешествую по разным странам мира, обожаю ремесленное искусство, обожаю традиционные узоры разных стран, поэтому стараюсь делать какие-то миксы, например, как эта узор-цветейка. Вот. Я делаю еще украшения из кузмунчока. Это наши бусины, которые как Назар в Турции, но сейчас это наследие, которое может исчезнуть, и я его спасаю таким образом. Помимо этого, я привожу изделия разных мастеров из разных стран мира. Например, здесь это изделия из латуни, из Индии, мастера, который делает украшения тоже для европейских бутиков. Вот. В этот раз я приехала тоже на фестиваль этнической культуры Этно-Поп-Ап Стор в Алмате для того, чтобы тоже представить то, что делаю я, и, как говорится, показать себя, свои творения, вот, и познакомиться с другими людьми. Фестиваль посвящен, в принципе, Наурызу. Наурыз – это на казахском, Навруз – это по-узбекски. Вот. Празднуется он у нас с приготовлением сумаляка, тоже различными песнями, большими празднованиями, парадами. То есть прямо это такой большой праздник, действительно, Нового года по-восточному. Вот. Люди одеваются традиционно, ярко, по-весеннему. И мне кажется, действительно, вот в новой культуре хорошо было бы тоже оставить такие же яркие одежды, но сделать это на свой современный лад. Потому что, мне кажется, важно сохранить традиции и дать им новую жизнь, исходя из того, что мы уже обретаем сегодня. Спасибо, что пришли. Что касается меня, я лично очень люблю серебряные украшения. Я их обожаю. У нас у Саха тоже очень много украшений из серебра, и мы предпочитаем золото, серебро. Я прям держала в руках этот красивый браслет, у меня даже рука дрожала. Вот. И когда ходишь по таким ярмаркам, ты видишь, чем вот дышит окружение, общество, потому что в ярмарках есть отражение вот всего трендового, то, что действительно людям интересно и набирает обороты вот именно по популярности. Например, в этот раз я нашла очень много посуды, керамической посуды и глиняной посуды. Они сделали именно с акцентом на казахские какие-то мотивы, узоры, украшения и мифологию. Также появились вещи для дома, бытовые такие подушки, скатерти, одеяла, интерьерные картины и очень много вот таких тарелок для украшения дома. Мне нравится. Я очень люблю тоже такие вещи, и отрадно было видеть здесь их. Люди здесь все очень открытые. Я подходила к каждому такому вот столику и разговаривала, знакомилась, расспрашивала. И среди них были настоящие бриллианты, например. Меня зовут Гульзира Сарсимбаева. Я живу в Алматы. Мне 73 года. В настоящее время я занимаюсь возрождением древнего казахского ремесла национального. Вот этот вид ремесла называется тирми-алаша или такыр-глем. Придумываю вот такие станки, приспособления, чтобы было удобно сидеть. И обучаю этому молодежь, взрослых, детей. Есть кружки у нас в Алмате, несколько точек, где мы ведем обучение этому ремеслу. Здесь Инстаграм, группа, и всему этому можно научиться. Вот могу показать вам вот мое изделие. Вот на таком станке можно создать вот такой ковер. Это казахский ковер, он называется тирми-алаша. Он просто в 2 раза сложен, он длиннее в 2 раза, видите? Здесь настенный вариант. Видите, его можно повесить на стену. Бывают напольные варианты. Ну, просто без завязок можно постелить на пол. Это изготавливается из чистой шерсти, 100% шерсть, пряжа. Просто вот она должна быть очень хорошо скручена, хорошо спрядена, чтобы вот эти при работе процесс вот этот, чтобы вот видите, тут
Работа идет за счет переплетения нитей вверх-вниз, вверх-вниз. И вот это должно хорошо раскрываться. Вот этим инструментом создаем рисунок, петли, которые нужны для узора, а все остальное идет вниз. То есть определенным образом, вот по мере того, как оно продвигается, вот оно вот на этом станке можно полностью весь цикл соткать. У меня есть уже полюбившиеся бренды, например, вот это. Они производят совершенно космические, невероятные красоты вещи. Это все ручная вышивка. Вот такие у них шапаны, например, короткие, начинаются от $1000 и выше. Все вышивается вручную, шелковыми нитками. Смотрите, какая красота, какая подборка цветов, работа, исполнение. Все это просто супер. Я каждый раз подхожу и думаю, вау, 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 я хочу, хочу, хочу. Кажется, я обходила всю эту ярмарку раза 4 и 5, потому что каждый раз возвращаюсь и вижу что-то новое, что-то необычное, интересное. И, ну, например, первый год, когда мы только переехали в Казахстан, я видела, ну, может, мне так казалось, что в повседневной жизни очень мало носят какие-то свои национальные украшения или элементы в одежде. Но теперь я беру свои слова обратно. Сейчас, вот последние годы, все больше и больше людей, молодежи, особенно, что радует, носят свои вот дизайнерские украшения, одежду, работу своих мастеров. И это прям очень сильно радует. И все равно вот национальная своя родная одежда, культура на человеке смотрится просто шикарно. И это классно, что люди носят это. Давайте все ходить в своих национальных одеждах. Это классно. Кстати, отличие именно казахских девушек — это их косы, их волосы. Я обожаю волосы казашек. Они просто классные, они такие густые, красивые. Плюс они умеют украшать вот такими косами. Я думаю, это просто супер элемент, и это тренд настоящий, который вот сейчас распространяется. Вот, давайте продолжим изучать ярмарку. Я здесь нашла вот такие головные уборы. Я часто на улицах вижу девушек с такими головными уборами. Это очень похоже на якутскую бастыга, но она более легкая по весу и называется шекелек. Очень классно, мне понравилось. Чем же еще вдохновляются местные дизайнеры, художники, мастера, так это родным языком. Очень классно смотрится, когда вот в одежде можно найти казахские слова, ну, например, махаббат и еще там другие слова. Это классно. И также юрта. Много юрты бывает в украшениях, в одежде и прям везде. Меня почти всегда воспринимает за казашку, за местную, и очень удивляется, когда я говорю, что я не местная, я саха. Но в этот раз меня различили моим украшением нагрудным. Вот я ношу ее, и мне сказали, что да, я не казашка, оказывается. Также в этой ярмарке я нашла вот такие музыкальные инструменты и шалхабыс, наш хамус, он здесь продается спокойно. И вообще атмосфера была такая очень праздничная, такая прям добрая, люди все улыбаются, классно так прогуливаться, изучать все это, потрогать. У нас у саха есть фраза «тутан хабан», поэтому не удивляйтесь, то, что я говорю, там потрогать. Да, мне нужно именно потрогать, чтобы понять все это. Также я здесь нашла свои любимые свечи. Это очень классно. Вот сама подача в этих пиалах, и понюхала наурыз, как он же пахнет, оказывается. Очень классные свечи, мне нравится. И еще есть вот такая свеча, это казах аул. Чем же он пахнет? Он, оказывается, пахнет яблоками и еще другим эвкалиптом. Также здесь я нашла вот такое потрясающее издание, очень богатое,
качественная бумага, оформление. Как мне сказали, что это более упрощенный вариант научной работы этого автора. К сожалению, с именами мне плохо, поэтому скажу вот так, да. Здесь собраны все работы, изучение именно казахских узоров и орнаментов, фотографий советских времен. Все в этом чудесном издании. Я так рада, что я все-таки нашла время прийти, посмотреть эту выставку, познакомиться с людьми, пообщаться. Я получила огромное удовольствие от увиденного и вижу, конечно же, как из года в год меняется и становится лучше эта ярмарка. Я наконец примерила зимний шапан такой. Он был такой мягкий, пушистый, как плюшевая игрушка. Я думала, она будет тяжелая, но отнюдь она была легкая. И продавец мне сказала, что ее можно носить до минус 30 градусов. Роскошное пальто. Смотрите. Во время ярмарки также была другая программа, мастер-классы. Можно было записаться и попробовать самой собственными руками создать вот такую красоту. Вот чем занимаются эти девушки. Мастер-классы все платные, и я так поняла, нужно было заранее записаться. Ну что ж, будем знать. Я чудесно провела время. Если вам тоже понравилось мое видео, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, лайкайте и делитесь своими впечатлениями.